Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжаем наш цикл передач, связанных с депутатами. Мы с ними знакомимся с их программами. Сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты от 13-го округа в Народное собрание Республики Абхазия. Это Изольда Хагва. Здравствуйте, Изольда. Здравствуйте, Мы рады приветствовать вас на абхазском телевидении еще раз. Спасибо большое. Вы уже побывали на многих площадках. Я очень много передач уже связанных с вами посмотрел и на других каналах, информационных ресурсах. Поговорим сегодня немного о вас как о личности. Я думаю, что ваша программа уже всем знакома, и к ней тоже вернемся. Несомненно, пару вопросов у меня будет. Хочу узнать у вас, первый мой вопрос. Мы живем на Кавказе. И, естественно, есть такое мнение, что женщина в политике — это не так эффективно, как мужчина в политике. Вы с этим согласны? Ну, в принципе, нет, наверное, раз вы уже выдвинули свою кандидатуру. Конечно, я с этим не согласна. Да, и хочу узнать у вас, какой-то негатив уже был со стороны, там, не знаю, может быть, ваших оппонентов или, может быть, вообще обычных людей? Согласна с тем, что есть такой стереотип на Кавказе и в Абхазии в частности, но я должна отметить, что мне в жизни всегда везло. Ни в моей семье, ни когда бы то ни было, если я претендовала на какую-то должность, например, или на участие где-либо, никогда не было такого, чтобы меня вот по гендерному признаку отсеивали. Хотя я знаю среди близких мне людей, знакомых, очень часто среди, у женщин моего круга были такие проблемы. Мне везло, собственно, и продолжает вести сейчас тоже. Я не могу пожаловаться, что у меня есть какие-то вот такие серьезные препятствия. Я чувствую очень сильную поддержку сейчас со стороны и женщин, и мужчин. Те редкие случаи, когда женщины в Абхазии становились депутатами, я с уверенностью могу констатировать, это были достойные представители народа в парламенте. Поэтому достаточно эффективные, и я думаю, что женщины свою эффективность давно уже доказали, и свою силу, и мужественность и во время войны, и после войны, и в мирное время, слава богу, и в экономике, и в политике тоже, я думаю, свой путь женщины уверенно, но пробивают. Недавно совсем приняли закон об образовании в первом чтении. Хотел бы поговорить об этом. Как вы думаете, только министры и депутаты должны принимать участие в формировании этого закона? Или же все-таки, может быть, учителя, другие какие-то люди, которые практикуют? По-вашему, кто должен формировать этот закон? И как вообще, что должно быть туда включено? Для начала я очень рада, что лед тронулся и наконец стали вообще говорить о законе об образовании. Вы подчеркнули о том, что в первом чтении закон был принят к обсуждению. Это говорит о том, что следующий созыв парламента неизбежно уже займется этим очень важным вопросом. Что касается, кого нужно привлекать, я думаю, конечно, одного депутатского корпуса недостаточно для того, чтобы столь важный закон, принятие которого мы откладывали так много лет, рассматривался в кругу только парламента. Я думаю, что здесь очень важно привлекать людей практикующих, людей из Министерства просвещения, я думаю, в любом случае, но было бы неплохо, чтобы такие важные законы вообще выносились на обсуждение народа Абхазии, потому что нельзя недооценивать людей, которые, допустим, не пробили свой путь в политику и не попали, допустим, в парламент. Это не означает, что они не знают, как многие вещи должны выглядеть и на бумаге, и на деле. Поэтому я бы хотела, чтобы любой законопроект и закон об образовании был вынесен для общественного обсуждения. Это будет только на пользу самому закону. Естественно, наша страна всегда поддерживала молодежь, мы это видим, и на практике тоже, дорогу молодым и так далее. Но я сейчас больше не о них хочу сказать, а о тех людях, которые трудоспособны, возраст позволяет, но они, к сожалению, не устроены на работу в связи с тем, что это глобализация, цифровизация, они не знакомы с компьютерной грамотностью и так далее. У вас есть какие-то мысли или, может быть, уже какие-то программы в голове, что можно этим людям помочь, и как-то можно все это реализовать так, чтобы они были трудоустроены? Программа Конгресса есть в открытом доступе, можно посмотреть, и мы туда внесли очень важный такой пункт, где мы говорим о переподготовке и профессиональном ориентировании людей старшего поколения.
потому что у нас действительно, как вы подметили, очень много людей, которые, ну, если сказать так, не удел, да, и могли бы быть встроенными в работу государства, но по какой-то причине, допустим, по своей специальности не смогли работать, либо уже возраст подошел пенсионный, да, и они ушли на пенсию. Но эти люди очень важны, и это им нужно показать. Государство должно показывать, что каждый человек в этом обществе важен и нужен. И есть люди с огромным потенциалом, есть люди, готовые переучиваться, обучаться компьютерной грамотности в том числе, потому что, как вы уже заметили, глобализация, цифровизация, интернет, и без этого уже никуда не денешься. И если мы будем идти вперед и говорить о госуслугах цифровых и так далее, то эти люди опять выпадут и будут чувствовать себя лишними, ненужными, непонимающими, не пристроенными в этом обществе. И мы видим очень важным именно это направление. По поводу социальной поддержки малоимущих семей, вы вот в попечительском совете в Ашане, да, фонда Да. Ашана, кто как не вы знаком с этим совсем, со всеми проблемами, связанными с ними. Как вы оцениваете сегодня ситуацию в Абхазии? Много ли у нас таких семей? И как на законодательном уровне можно помочь им? Чтобы, ну, как я понял, в последнее время очень много фондов создается. Для такой маленькой страны там количество больших фондов, это, ну, по мне так это ненормально. На Это законодательном ненормально. уровне как это сделать? То, что появляется так много фондов, говорит о том, что помощи все больше и больше нужно людям. Но я должна сказать, что все-таки у нас очень доброе, отзывчивое общество, и все эти фонды действительно помогают. Вот если они берутся за какой-то сбор, то эти сборы действительно осуществляются и завершаются. И в фонде Ашан я также являюсь координатором Центра для детей и социально уязвимых семей, где довольно сложные социально-бытовые условия, где дети не социализированы, не приучены к элементарным вещам, дети не ходят в школы, не получают образование, и родители, ну, в силу разных обстоятельств не занимаются этим, и даже нет понимания того, насколько это важно и как важно этим заниматься. Это задача государства в первую очередь, общественные организации только в помощь, и Конгресс занимается, но этого недостаточно, должна быть какая-то подушка безопасности от государства. Многодетные семьи – это то, на что мы рассчитываем, если мы говорим об улучшении демографической ситуации. Каждый родитель, у которого родился ребенок, хочет дать ему достойное образование и дать ему жилье, дать ему какие-то возможности в этой жизни. Поэтому стимулировать многодетность нужно и важно. И тут уже там многие другие аспекты подтянутся. Конечно, в первую очередь нужно поддерживать людей, что называется, рублем. Да? Мы должны сегодня увеличить единоразовые выплаты при рождении первого ребенка и увеличивать с рождением каждого последующего ребенка, второго, третьего и так далее. Это один из способов. Нужно создавать условия в селе для того, чтобы у людей было и здравоохранение, то есть они бы понимали, что они своих детей всегда могут хотя бы как-то обследовать. По поводу диспансеризации. Да. Хотел бы вас уточнить, как вы это видите. И совсем недавно была диспансеризация в Абхазии. Вам известны какие-то итоги, которые были проведены, и как, по-вашему, это должно проходить вот в будущем, если вы этим займетесь? Если говорить о диспансеризации, там, собрать данные и как бы получить какую-то статистику, этого недостаточно. Тут нужно говорить о профилактике не в последнюю очередь. Нужно понимать, какие, вот если говорить о диспансеризации детей, мы должны понимать, какими болезнями у нас дети болеют больше всего, да? Ну, дети и взрослые, конечно. Мы ежегодно отправляем там на обучение по лимитам наших студентов. Мы должны понимать, по каким профилям у нас наибольший запрос, допустим, чтобы потом покрывать вот эту потребность, да, в наших больницах. Мы должны говорить о профилактике, о ранней диагностике каких-либо заболеваний. И только так, это такие превентивные меры, которые
потом приведут к хорошему Нации, здоровью да, нации. Да. По поводу маломобильных людей, инвалидов, есть программа, которая называется «Доступная Доступная среда», среда, правильно, да? да. И как эта программа работает и как будет работать в будущем? Мы в нашей программе Конгресса включили необходимость принятия государственной программы «Доступная среда». Сегодня есть общественные организации, которые занимаются доступной средой, но это мало пропагандируется в обществе. Тут и образовательный должен быть момент. Когда мы говорим о доступной среде, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду в первую очередь людей с инвалидностью, мы имеем в виду элементарные пандусы для того, чтобы они попадали на объекты социального пользования. Мы сегодня наблюдаем, что в некоторых объектах эти пандусы обустроены, но они неудобны, они недостаточно отвечают нуждам людей, которые, допустим, передвигаются на специализированных колясках, скажем так. Поэтому тут нужно тоже советоваться с людьми профессиональными, которые могут подсказать некоторые параметры. Когда мы говорим о маломобильных гражданах, мы имеем в виду не только людей с инвалидностью, но мы имеем в виду людей пожилых, для которых некомфортно сегодня переходить элементарно дороги, как обустроены наши переходы, как обустроены наши тротуары. К маломобильным категориям относятся и женщины, которые с колясками гуляют, допустим, или осуществляют какую-то деятельность по городу с детской коляской. Насколько это удобно. То есть каждый гражданин должен себя комфортно чувствовать, с какими бы он проблемами не сталкивался. Вот, если вот коротко об этом, доступная среда. Да, к сожалению, нам приходится говорить коротко, потому что время ограниченное. Я вам от себя лично хочу пожелать успехов. Я уверен, что каждый, кто сегодня смотрит, сделал свои выводы. И то, что вы уже задумали, в скором времени обязательно реализуется. Вам успехов желаю. Спасибо большое. Дорогие телезрители, я вам напоминаю, что мы сегодня беседовали с кандидатом в депутаты от 13-го округа в Народное собрание Республики Абхазия Изольда Хагба.